Так, здравствуйте, дорогие друзья. Время уже 16:01. Слышно ли меня? Видно ли? Подскажите, пожалуйста, дайте мне обратную связь. Роза, здравствуйте. Татьяна, добрый день. Светлана, видно, слышно. Супер. Отлично. Как хорошо, когда все видно, когда все слышно. Здорово. Много нас сегодня, да, я смотрю? Ольга, Елена, Вера Васильевна. Всем добрый день, дорогие друзья. Так, ну что, потихоньку давайте разгоняться, начинать. И мне приятно, Екатерина, приятно сегодня с вами поработать, повзаимодействовать. Так, что-то мне надо тут что-то, наверное, сделать по-другому. Ой, нет, не туда нажал. Стоп. Да, все вроде настроили. Вроде бы все есть, хорошо. Итак, дорогие друзья, всем доброго, карантинного, самоизоляционного дня, как говорится. Да, вот, самоизоляция действует не очень хорошо. Я его наброс, как не знаю кто. Все к парикмахеру сходить не могу, потому что парикмахер меня принять не может. Он все уже висит, все на ушах, бакенбарды, как у Пушкина. Кошмар какой-то, ужас вообще. Но, тем не менее, работать мы не прекращаем, как видите, да. У нас работа бурлит, работа кипит, всего много, все интересно, продолжаем общение, продолжаем такое вот медленное, спокойное погружение в те наши темы, которые нас волнуют, в те темы, которые нас интересуют. Классно, что мы все друг друга видим, и вас, Тамара, с добрым солнечным днем. Всем, дорогие друзья, коллеги, товарищи, друзья, подруги, всем вам доброго весеннего дня. У нас сегодня в Сыктывкаре +11. Такая погода классная. Сейчас бы в центр пойти, погулять бы с детьми. Ох, а в итоге дома сидишь. Ну, ничего, так надо. Так велено, и это правильно. Выходить из дома не нужно. Сейчас надо, наоборот, пересидеть всем, пока вот вся эта буря не устаканится с этим коронавирусом, со всей этой историей. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас важная тема. Способы эффективного общения с детьми в семье, часть вторая. В прошлый раз мы с вами поднимали эту тему, было это уже давненько, было это уже у нас чуть больше даже месяца назад, даже, по-моему, больше месяца. Мы с вами говорили про отношение к ребенку в целом, про политику. И вам, Надежда, и вам всего крепкого, всего самого лучшего. Удра 12 градусов, обалдеть, вообще, прям Рио-де-Жанейро. Да, загорать скоро все пойдем. Классно. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили как раз про способы эффективного общения с детьми. Говорили о том, что тема эта не такая простая, как кажется, что она такая достаточно сложная, достаточно интересная. Мы данную тему поднимали неоднократно с разными специалистами, с разными консультантами, психологами и со священниками. Вот, например, отец Иван Коешев, он настоятель храма Вайкина. Мы с ним дружим, мы с ним периодически выходим в прямой эфир по самым разным темам, и вот мы с ним поднимали как-то раз такую тему большую, интересную. Можно ли детей бить ремнем? Вообще, уместно ли принимать позицию физической силы? Надо ли быть ментором, надзирателем? Надо ли стегать детей? Вот об этом с ним говорили достаточно много. Я говорил как когнитивно-поведенческий специалист, в первую очередь поведенческий, да, мы говорили, как это все закладывается, как это все формируется, а он говорил со стороны православия, со стороны богословского толка и вообще как это влияет на в целом
атмосферу в семье и вот на духовную жизнь человека. Вот. Интересная была беседа. Если кому важно, кому нужно, то мне ВКонтакте потом напишите, я вам ссылку на видео скину. Она там далеко, где-то вот внизу на страничке есть. Так ее, я думаю, что достать будет нетрудно. Добрый день, добрый день, добрый день всем, кто присоединился к нам. Тема важная. Давайте еще раз проговорю. Способы эффективного общения с детьми в семье. Сегодня у нас вторая часть. В прошлый раз мы с вами говорили про двух авторов. Я еще раз хочу про них напомнить. Еще раз хочу ваше внимание на этом сконцентрировать, потому что это два самых грамотных специалиста, которые есть на данный момент. Они действительно режут правду матку, и они дают массу полезной информации, практических упражнений и пищи для размышлений. Это Людмила Петрановская и Юлия Гиппенрейтер. Вот кто слышал про Петрановскую и про Гиппенрейтер, поставьте плюсик, пожалуйста. Вот поставьте. Либо про двоих, либо про одного, про кого-то. Петрановская и Гиппенрейтер. Слышали? Слышали? Вижу. Кто не слышал, ставим минус обязательно. Надо понимать, кто здесь в теме, кто нет. Есть. Отлично. Очень хорошо, замечательно. Не слышали многие. Мгм. Прекрасно, очень хорошо. Значит, кто слышал, молодцы, перечитываем еще раз. Я сам регулярно перечитываю какие-то отдельные отрывки, отдельные моменты. Кто не читал, настоятельно рекомендую. Вот прям запишите себе отдельно, запишите, зафиксируйте, пусть она стоит прям на видном месте. Одна конкретная книжка, которая очень доходчиво, очень доступно написана, очень ярко, очень просто и содержательно. Общаться с ребенком как? Юлия Гиппенрейтер. Вот это я рекомендую всем тем, кто еще пока не знаком вообще с педагогикой и психологией воспитания деток. Вот это важная тема, это важная штука, и вот с этой книжки прям надо начинать. То есть кто поставил минус, я прошу вас, пожалуйста, в эту книжку еще раз заглянуть и перечитать. Тот, кто поставил плюс. Кто поставил минус, вы, пожалуйста, эту книжку купите, приобретите. Стоят эти книги недорого. Я знаю, что в интернете как-то там можно их достать, можно у друзей, у знакомых спросить. Спросите меня, я вам ссылки покидаю, где можно приобрести эти книжки. Но вот именно первое, с чего нужно начать, Юлия Гиппенрейтер «Общаться с ребенком как?». О чем книжка? Если в двух словах вообще, ну вот кто такая Юлия Гиппенрейтер? Это доктор психологических наук, профессор, женщина уже в возрасте, всю жизнь она занималась и исследовательской деятельностью, педагогической деятельностью, работала с детками. То есть все, что она делала, так или иначе было связано с подростками и с детьми. Так, повторите автора. Юлия Гиппенрейтер «Общаться с ребенком как?». Можно ссылку, где приобрести. Заходите на Озон, заходите на Буквоед, вот там книжку приобрести можно. Здесь сюда рабочих ссылок я пока кидать не буду. Вот просто заходите на любой онлайн-магазин книжный, там можно эти книжки купить, приобрести, можно где-то их скачать. Вот, в принципе, у нас в книжных магазинах они на полках стоят всегда. Это вот та литература из разряда must have, must read, то, что надо читать всем. Вот Вершинина Наталья продублировала, написала Юлия Гиппенрейтер. Правильно, правильно, отлично, спасибо, Наталья. Да. Итак, вот эту книжку надо вот прям с нее начинать. Это вот прям первые шаги такие важные, которые проясняют именно саму политику и философию, то есть идеологию воспитания ребенка. И про эту идеологию мы с вами говорили еще в прошлый раз. То есть, да, многие воспринимают процесс воспитания детей как некий процесс дрессировки животного. Ну, как это грубо сейчас не будет звучать, но дрессировка медведя в цирке, которого вот привезли, которого посадили в клетку, и надо этого медведя обязательно, во что бы то ни стало, научить ездить на
моноцикле, то есть на одноколесном велосипеде. И вот, к сожалению, многие родители воспринимают ну, свою задачу как воспитателя именно так. То есть, э, давай я из тебя сейчас тут человека буду делать, да? Сейчас я из тебя буду делать человека, где мой ремень, где мой кнут, где мой пряник. Да пряник и не нужен, сейчас пряник выкинем куда-нибудь, да. Эм, И вот, понимаете, такой перекос в воспитании детей, он очень часто негативно отражается как на ребенке, так и на самих родителях. Почему? Потому что, ну, перекос в воспитании, перекос в сторону плюса, это когда ребенок становится эгоцентриком и не видит вокруг ничего, кроме самого себя. Это, естественно, нехорошо ни для родителей, ни для самого ребенка, потому что во взрослой жизни он не готов, не приспособлен. Во взрослой жизни он становится иждивенцем, он постоянно будет находиться либо в позиции тирана, либо в позиции жертвы. То есть он все время будет от кого-то что-то ждать, и все время у него будут претензии к окружающему миру. Это если мы растим ребенка в такой в эгоцентричной позиции, да. Если мы ему все разрешаем, если мы ему все прощаем, если ребенок превращается в такого маленького царька. И я думаю, вы все видели таких вот 35-летних, 40-летних женщин и мужчин, которые постоянно что-то требуют, постоянно что-то ждут от государства, от правительства, от начальства на работе, от друзей, от знакомых, от других людей, что, ну, то есть вот человек находится в такой позиции, что ему все всегда все должны. Зарплату, внимание, должны удовлетворять его потребности, слушать его истерики. Вот это как раз-таки следствие перекоса в воспитании, когда ребенку спускалось с рук все, и когда вот такая либертарианская модель воспитания маленького человечка, она возводилась в абсолют в семье. То есть, что ты хочешь, то и получишь. Что тебе надо, дитятка, то тебе и сейчас я принесу на тарелочке, разложу, да. Ну, в результате что? Вот ребенок такой маленький царек, такая маленькая принцесса, она растет, боли не зная, гнева не ведая, все время все получая, а потом ребенок с ужасом вдруг ощущает, что внешний мир не такой розовый, прекрасный, как ей казалось, что, оказывается, для того, чтобы потрудиться, для того, чтобы что-то заполучить, надо очень-очень сильно постараться. А стараться она не привыкла, она все привыкла, допустим, получать вот так. Он, она, неважно, мальчик и девочки, у них все это примерно одинаково работает. Вот, что происходит дальше? Дальше происходит либо истерика, либо замыкание внутри самого себя. И ребенок, ну, ребенок может быть, условно, я думаю, понимаете, да, и 30 лет, и 40, и 50 лет, где бывают дети. Что происходит? Ну, происходит острое депрессивное расстройство, панические атаки, обсессивно-компульсивные расстройства, тревожно-навязчивые состояния там, и так далее, и так далее. Много всего. Вот я как раз, я специалист, который работает с зависимостями и с тревожно-фобическими состояниями, с тревожно-навязчивыми состояниями, ну и с депрессиями, да. И очень часто вот ко мне приходят те дети, которых в детстве воспитывали, ну, с позиции того, что им можно все. Вот все, вот все спускается с рук. Это перекос, дорогие друзья. То есть правила все-таки должны быть. Правила обязаны существовать, потому что, ну, взрослый мир существует по правилам, да. Надо ребенка приучать к границам, надо ребенка приучать к каким-то требованиям внешнего мира. Сейчас мы с вами об этом обо всем поговорим. Ну вот, то есть перекос в сторону плюс, категоричный плюс, ты царек, делай, что хочешь, это приводит к плачевным последствиям. Или если ребенка все время уличают в чем-то, если ребенка все время пытаются принудить к какой-то острой модели поведения, если ребенка воспринимают в категорической позиции минус, то есть все время загоняют его в какие-то рамки, ну вот условно, да, дрессируют, да, там условно фраза есть такая очень хорошая, мы в прошлый раз ее еще с вами повторяли: любить нельзя воспитывать. Вот где запятую поставить? Как из мультфильма старого, известного, да, «Баранкин, будь человеком». Очень хороший, кстати, замечательный мультфильм. Вот советую всем пересмотреть. В советских мультиках зарыто огромное количество смыслов.
и огромное количество такой вот правильной педагогической мудрости, если, опять же, правильно все это понимать. Так вот, перекосы в общении, с точки зрения плюс, они, вредят человеку. Человек превращается в эгоцентрика, и человек, встает в позицию жертвы, или такого, ну, либо в позицию тирана, такого хозяина перманентного, да. А не все же будут для него удобны, не все всегда будут с ним общаться, как с хозяином. М, ну и человек будет страдать. Человек будет ощущать себя жертвой обстоятельств, жертвой на работе, ну и так далее, так далее. Поэтому перекос в общении с ребенком, в воспитании ребенка с точки зрения плюс, он всегда вреден. Ну и с точки зрения минус, опять же, мы ребенка загоняем в какие-то рамки, и он потом просто не видит своей жизни. Вот я могу привести такой пример. Я думаю, что многим эта ситуация будет знакома. Вот представьте себе, мальчик в детстве испытывает постоянное давление со стороны отца. Отец в детстве испытывал дикие трудности с математикой, и вообще он всегда всю жизнь мечтал стать большим серьезным ученым. Ну и что родитель делает? Он перекладывает свои травмы, свои комплексы на ребенка. Он пытается какие-то свои вопросы через ребенка закрыть. Он пытается что-то такое сделать, дабы себе жизнь облегчить. Ну и как себе можно жизнь облегчить через ребенка? Ну, отправить ребенка маленького на курсы по математике, сложные курсы, трудные. Пусть сидит, решает. Ну, а что ребенку делать? Ребенок любит папу, ребенок, не зная другого, он идет и делает. Решает примеры, решает задачи, сидит. Он не рефлексирует, не отдает себе отчет, нравится ему, не нравится, хорошо это или плохо. Он просто это делает. И вот ребенку 16 лет, ребенку 18 лет, ребенку 23, ребенку 25. И что мы имеем? Ребенок как-то живет по инерции, он не понимает, чего он хочет, он не понимает, что ему нужно, у него до сих пор нет жены, у него нет личной жизни вообще. И как вообще двигаться по жизни, он не понимает. Чуть только возникает какой-то важный вопрос, связанный с выбором пути, связанным с какими-то радикальными конкретными решениями, он всегда обращается к папе. То есть внутреннее "я" как таковое вообще не воспитано, оно отсутствует. Почему? Потому что папой в детстве оно подавлялось. Ребенок в какой-то момент, папе говорил: "Слушай, пап, я вообще комиксы хочу рисовать, мне манга японская нравится, я хочу вот это рисовать". И он пробовал, он рисовал, он пытался, а папа: "Нет, математика, садись, все решай". И вот этот вот перекос привел к тому, что ребенок, ну, ребенок 25 лет, он действительно ребенок. Он не понимает, куда ему двигаться, он не понимает своих желаний, он не понимает своих устремлений, и он не понимает того, что будет для него хорошо, а что плохо. Для него единственным индикатором правильности и неправильности служат слова папы. И в итоге ребенок-то несчастлив. Ребенок, действительно, он не ощущает себя целостным, он не ощущает себя самостоятельным. И любой важный вопрос вызывает в нем дикие сомнения. Почему? Потому что он не знает как. Он не привык решать. Он не привык делать поступки, поступки с большой буквы, да. То есть, условно, папа внес вот такие очень жесткие, директивные, глубинные модели поведения. Он их реконструировал еще на ранней фазе развития, на ранней стадии, и внес вот такую жесткую максимум. Ты не знаешь, как правильно знает только взрослый. Это конкретно я, конкретно папа. Дорогие друзья, давайте себе представим неприятную ситуацию. Что будет с этим ребенком, когда папы не станет? Вот что с ним будет? А такой момент настанет, ну неизбежно. Это неизбежно просто. То есть то, что родители уходят, то, что бабушки, дедушки уходят, это абсолютно закономерный, естественный процесс, естественный факт. Но когда ребенок теряет вот эту почву под ногами, когда ребенок теряет вот этот глубинный базовый императив, это как платформа, она уходит из-под ног, там все рушится.
У него и так сейчас стабильности нет. Почему? Потому что у него нет четкого стержня, четкой платформы, на которую он мог бы опереться. У него платформа – это что? Это мнение папы. А папа говорит четко, как поступать, как делать. Вот. В общем, имеем то, что имеем. Итак, давайте сегодня разберем. Вот какие вопросы. Да, такая прелюдия 20-минутная была. Можете, кстати, параллельно все свои вопросы писать, которые у вас будут. У нас сегодня на повестке дня вот что. Первое – бороться или сотрудничать. Стратегии в общении с ребенком. Как правильно слушать ребенка, ну и как выстроить границы. Вот сегодня я предлагаю как раз разобрать вот эти все. Ольга пишет, он пропадет или начнет искать в других папу. Да, совершенно верно. Или будет пропадать. Ну, как человек пропадает? Он либо уходит в девиантное поведение, либо уходит в наркоманию, в алкоголизм, либо в какие-то зависимые формы поведения, в аддиктивные формы поведения, да, либо начнет искать поддержку в ком-то. Очень хорошо, замечательно, если это будет тесть, папа у жены, допустим, да, либо это будет какой-то там старший брат, либо это будет какой-то мастер на работе, там, начальник цеха, либо что-то еще. Но опять же, вопрос, нужен ли он им, этот мальчик? Будут ли они с ним сюсюкаться и направлять его? Большой вопрос. Поэтому отсутствие самостоятельности, отсутствие вот этих внутренних императивов, это очень, ну, такой тревожный момент. Очень тревожный, очень сложный, очень тревожный. Поэтому вот. И первое, вот давайте опять же разберем, бороться или сотрудничать. Вот стратегии в общении с ребенком. Вот по сути процесс воспитания детей – это непрерывный процесс дипломатии. Я думаю, что многие со мной согласятся, что ну, невозможно решать ну, какие-то вот глобальные вопросы воспитания, просто ставя перед ребенком задачи. Ребенок не всегда хочет выполнять то, что вы ему говорите. Ребенок очень часто ведь сопротивляется, ребенок не, ну, как говоришь ему, помой посуду, посуда, да какая посуда, да, или там заправь кровать, да, не, потом, да, или уроки делать надо, возвращаться домой с гулянки в строго определенное время, надень куртку, чтобы задницу закрывала, да, а не чтобы у тебя там до пупа она была поднята и чтобы поясница торчала. Или вот эта вот мода, да, когда вот кроссовок, носочек, потом полоска кожи, и там уже дальше штанина продолжается. Я думаю, многие видели, да? Вот, и вот, ладно, когда это в теплое время года, это красиво местами даже, это даже интересно, но когда это в 40-градусный мороз, это возникает оторопь, это возникает ну, какой-то прям, как вообще это, зачем, для чего, да? И вот как до ребенка донести тот факт, что одень, дорогая, пожалуйста, ну, брючки-то пониже, чтобы они закрывали, а вообще колготки надо бы одеть. А мальчику донести и сообщить, что одевай, дружище, подштанник. Ну, это важно, потому что, очень скоро заводить семью, а если там не будут работать важные части тела, то как ты будешь заводить семью-то, да? Так вот, есть, собственно, в данной ситуации две стратегии. Это стратегия войны и стратегия дипломатии. То есть бороться с ребенком в данный момент или сотрудничество. Вот я сейчас всем предлагаю сделать простой такой вот, ну, простое упражнение. Вот попробуйте вот так вот две руки взять, вот так вот. Вот возьмите, просто сцепите ладони, вот сейчас все, кто смотрит, сцепите ладони и начните бороться. Вот начинайте, давайте, какая рука победит? Эх, правая, левая, куда? Вправо, вот, какая рука победит? Вот попробуйте, поборитесь, поборитесь, давайте, попробуйте. В какой-то момент вы поймете, что это какая-то глупость, что это как-то странно и смешно, да? Почему? Потому что даже с точки зрения, ну, общей логики, тут, если победит правая рука, то я проиграю. Если победит левая рука, я все равно проиграю. То есть я всегда в проигрыше. И вот какая штука. Устраивая войну,
выходя на тропу войны, устраивая как бы вот эту директивную политику с точки зрения подавить, побороть ребенка, мы выстраиваем примерно вот точно такую же идиотскую систему, когда вот мы в масштабе одного единого организма пытаемся что-то такое перебороть, там направо, либо налево, либо вообще добиться какое-то поражение. Вот как раз пишут, никакая, нет результатов, пустая возня. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот левая рука, вот правая рука. Они должны двигаться согласованно, они должны двигаться синергично, они должны каждая выполнять свою работу. Да, вот я сейчас волосы поправляю постоянно, потому что они мне мешают, потому что самоизоляция, потому что парикмахер мой не работает, и я нервничаю, переживаю, что не могу до него дойти, добраться. Да, вот. И мои руки не борются, какая будет первая, они согласованно, да. То есть я выстроил у себя в голове между ними дипломатию. У меня происходит некий такой консонанс. Вот. Наша с вами семья, в которой мы живем, муж, жена, младший ребенок, старший ребенок, бабушка, живущая с вами на одной территории, допустим, в вашей квартире либо в вашем доме, да, дедушка, который с вами проживает, собака. Вот поймите, дорогие друзья, это как один единый организм. Это как тело целиком. И если какая-то часть тела начинает давить свое, и если с какой-то частью тела мы начинаем бороться, происходит, глупость и хаос, и вообще идиотизм какой-то. Поэтому стратегия борьбы никогда не бывает выигрышна. Стратегия борьбы в 90%, да даже в 95% случаев, даже в 98% случаев, она будет проигрышная. Проигрышная на 100%. Мы с вами ничего не сможем никому доказать. Мы ничего не сможем переделать, переработать. Поэтому процесс общения с детьми – это дипломатия. Дипломатия и еще раз дипломатия. Вот запишите себе где-нибудь четко, ярко. Дипломатия, конструктивный диалог. А что такое конструктивный диалог, да? Вот встречается правитель Казахстана допустим, правитель Бельгии. У них стоит вопрос по поводу, допустим, единой торгово-экономической зоны и открытия коридора торгово-экономического, да? Если они начнут бороться, то получится ерунда. Им надо договариваться. А что такое вообще переговоры, дипломатия? Это поиск золотой середины. Это постоянный поиск золотой середины. То есть позиция win-win, то, что называется в продажах, да? То есть дипломатия – это есть движение к позиции выиграл-выиграл. Выигрывают всегда обе стороны. То есть о чем речь? Если мы ведем с вами действительно диалог с ребенком, и если мы решаем вот именно главную задачу, ну вот там одна из главнейших задач, как подростку, девочке, либо подростку, мальчику донести необходимость того, что во время самоизоляции, во время карантина надо сидеть дома. Вот как донести, да? И вот смотрите, главная стратегическая идея. Либо я это делаю с позиции борьбы, либо я это делаю с позиции дипломатии, с позиции сотрудничества. А что такое дипломатия? Дипломатия – это позиция win-win, это позиция согласия, это позиция мира, это позиция, когда все стороны получают то, что нужно. Деталей сейчас мы с вами разобрать не сможем, потому что вот то, что я сейчас обозначил, это тема, ну, часов на 8. Это очень интересная тема, очень большая тема, в нее можно погружаться бесконечно. Но давайте главное проговорим. Ваш ребенок – это важная, неотъемлемая часть вашего маленького государства. Это, по сути, это часть тела вашего, да, вот ваша семья – это вот это тело целиком, а ваш ребенок – это рука. Если вы начнете бороться с рукой, рука, все тело пострадает. Какой в этом смысл? Поэтому директивные призывы в сторону детей, они не работают. И вот здесь очень часто мне задают вопросы: ну а как так? Нас воспитывали в деревнях, там в 50-х, 60-х годах,
то, что вот есть родители, есть их слово последнее, если что не так, то сразу там палкой по спине и ремнем по заднице, да, там, ну и всякое такое. Да, действительно, когда-то это работало. А почему это работало? Вот это очень интересный вопрос. Здесь надо немножко окунуться в историю, и окунуться в экономику, то есть в развитие нашей страны, да. Вот что такое семья, допустим, начала 20 века, конца 19 века? Вот классическая русская семья, вот то, как жили, ну, большинство. Это крестьяне. Крестьяне, которые живут натуральным хозяйством, у которых поле, картошка, морковка, ягоды, грибы, рыбная ловля, овцы, куры, коровы и так далее, так далее, так далее. То есть крестьяне, которые с утра до вечера трудятся, работают. И вопрос выживания стоял очень остро. Вот действительно выживание. И ведь, я думаю, все слышали про такие истории, когда вот, ну, бывает период неурожая, и, ну, откровенно, там осенью устраивать семейный совет, и принимается решение. Это конец 19 века, это не так давно, дорогие друзья. Принимается решение, кого мы будем кушать в первую очередь, в случае чего? Жучку или мурку, да? То есть это было правда, ну, потому что в ситуации полного отсутствия еды что-то надо будет есть. Вот. Поэтому, вот представьте себе, что значила ошибка ребенка, в ситуации, когда одна семья — это единый целостный организм, который, допустим, ну вот, направлен только на то, чтобы выжить. То есть все ценные ресурсы, которые собирает семья, они направлены либо на продажу, либо на наполнение амбаров, да. И вот представьте себе, что такое ошибка с точки зрения крестьянской семьи конца 19 века, начала 20 века. Ребенок, допустим, пасет овец, ребенку 12 лет, мальчик. И вот представьте себе, он под деревом заснул, задремал. А пока он спал, овечка пошла к реке, упала с обрыва и утонула в реке. Утонула, ее еще течением унесло, и там вниз по течению ее нашли волки и подрали. То есть уже даже труп не достать, уже шкура испорчена, уже даже мех не собрать, и все, и там все съедено. Ребенок очнулся, овцы нет. Нет овцы, вот просто нету ее. А это, допустим, была либо его овца из его дома, либо овца из чего-то дома. Ну, потому что в деревнях ведь как традиционно, там детей отправляли по очереди пастись, если не было такого, ну, пастуха на зарплате, который профессионально этим занимался. Очень часто деток отправляли пастись на целый день, да, пасти овец. То есть, смотрите, потеря одной овцы для семьи — это очень-очень страшно, это очень тяжело, это минус деньги, это минус мясо, это минус доходы, минус шерсть и так далее, так далее, так далее. Соответственно, вот этот мальчик, его семья обязана будет либо деньгами отдать овцу той семье, которая пострадала, либо отдать овцу вот прям натурально, вот нате, держите, то есть вырвать кого-то из собственного загончика, вот там, где они живут, да, из хлева получается. И что это значит? Это вполне вероятно значит, что если будет, ну, голодный год, зима, есть нечего, вполне возможно, что несколько суток вся семья будет голодать. Вследствие чего? То, что денег не хватило, шерсть не продали, и так далее, так далее, так далее. То есть ошибка в тех условиях стоила достаточно дорого. Именно поэтому, позиция воспитать физическим путем, при помощи директивной борьбы, при помощи физического наказания, ну, тогда была нормальным, естественным условием существования детей. И то ведь не все били, не всегда били. Вот, я думаю, что многие слышали про те семьи, где вообще не трогали детей, да. Но это было, это присутствовало. То есть, это как раз таки, то есть, попытка воспитать детей через физическое наказание — это было необходимое условие для, выживания семейной системы, как предприятия, да, как организма. И вот теперь смотрите, какая штука. Сейчас мы с вами живем, в таких условиях, в такой ситуации, когда нам не надо выживать. У нас достаточно еды,
у нас достаточно средств, нам не нужно думать о том, где там купить пачку макарон или пачку гречки. То есть еды хватит, вы не останетесь голодны. Даже если у вас 10-12 детей, у вас будут социальные пособия, вам будут дополнительные выплаты, субсидии от государства и так далее, и так далее. Понятно, все это спорно, но голодными ни вы, ни ваши дети не останетесь. То есть вопрос не выживания уже не стоит. Стоит вопрос не выживать, а жить. То есть уже не вопросы жизни и смерти, а вопросы качества жизни стоят, да? И когда на первом плане стоят вопросы качества жизни, тут уже действительно можно думать о том, насколько эффективно мы можем выстраивать нашу семейную систему. Поэтому вопрос, что делать, бороться с ребенком, либо сотрудничать в процессе диалога, это действительно большая тема. Я думаю, немножко с вами вот так вот проговорили, да, что борьба бессмысленна, надо действительно бороться. И если когда-то это было обосновано, сейчас это вообще не обосновано. То есть, ну, зачем, ради чего на ребенка орать, почему? Ну, тут вот какая штука, вот какой вопрос. Ведь родители-то орут не просто так. Родители орут, потому что они по-другому не умеют. Екатерина, спасибо, вижу, прекрасно. С чем не согласны, напишите, пожалуйста, более подробно. Родители просто по-другому не умеют. Почему? Потому что их так воспитали их бабушки, дедушки, тех воспитали их прабабушки, прадедушки и так далее, и так далее. То есть мы до сих пор с вами являемся носителями той системы, которая была тогда. И не всегда сейчас она успешна, не всегда она ориентирована на выгоду. Поэтому многое из того, что мы здесь сейчас с вами делаем, нужно подвергать анализу, здоровой, рациональной оценке и думать о том, вот мои действия, которые я сейчас делаю по отношению к своим детям, они помогают в дальнейшей перспективе общения, развития ребенка, они помогают или вредят? И вот здесь возникает большой вопрос. Так с кем надо работать-то? С ребенком или с самим собой, родителю? И вот здесь как раз-таки, опять же, можно вспомнить старую аксиому, которую еще Макаренко озвучил на одном из собраний для родителей, когда, получается, вот у него была школа-интернат, там у него было несколько школ-интернат, и он, когда детей вот так вот забирал у родителей, они там жили, потом он им отдавал. И на одном из собраний он просто озвучил такую мысль, очень яркую, очень конкретную и четкую. Детей бесполезно воспитывать. Они просто будут такими, как мы. Вот как мы, как родители. В наше время борьба за выживание тоже очень актуальна. Для кого-то согласен, для большинства нет. Большинство у нас сейчас не нуждается в том, чтобы выживать. Большинство все-таки у нас живет. То есть вопрос был мега актуален, Екатерина, тогда, сейчас он не совсем актуален. Для многих – да, но не для всех. Большая часть не нуждается в выживании. В общем, такая штука. Заниматься надо не ребенком. Ребенок всегда прекрасен, ребенок всегда замечательный. Если ребенок как-то себя неадекватно ведет, это не говорит о том, что ребенок плохой. Это говорит о том, что он с чем-то не согласен. Это говорит о том, что он против чего-то сопротивляется. Это говорит о том, что ребенок просто сейчас пока не нашел конструктивного способа, как донести до нас, до родителей, свою волю, свою точку зрения, свое несогласие, свое непонимание. Или ребенок не понимает, почему нельзя, почему мне нельзя бегать по магазину и орать. Я не понимаю. Значит, не научили. Поэтому, дорогие друзья, вот еще раз главное я хочу до вас донести. Дети будут такие же, как мы. То есть собой надо заниматься в первую очередь, не детьми. Когда ко мне приходят на консультацию люди и спрашивают, что же мне делать вот с моим охламоном, как правило, с ребенком я общаюсь минут 10, 15, 20. Все оставшееся время консультации я работаю с родителями. Потому что ребенок – это прямое продолжение той среды, в которой он живет. Как общается мама, как общается папа,
как они друг с дружкой коммуницируют, взаимодействуют, какие ценностные ориентиры в семье, как они реагируют на критику, как они спорят друг с дружкой, как они разговаривают и ругаются и так далее, и так далее. А ребенок, он просто губка. Губочка такая, вот такой Спанч Боб, губка Боб, да, он ходит рядышком, просто впитывает. Ага, в этой ситуации мама повела себя вот так, значит, и я так же буду делать. Он не рефлексирует, он не дает себе отчет, он просто впитывает а, такие модели поведения, которые диктует ему та среда обитания. Так наш мозг устроен, дорогие друзья, у всех людей устроен мозг одинаково. Мы все впитываем наиболее близкие, наиболее понятные, наиболее яркие модели поведения, которые звучат в данной ситуации от авторитетных людей. Если папа ругается матом, бессмысленно ожидать от ребенка чистоты в речи. Но он будет ругаться. Почему? Потому что взрослый человек, авторитет, большой, да, сильный, яркий, он ему своим поведением просто говорит: можно, делай так. И папа может даже запрещать, говорить: нельзя материться. Но ребенок запоминает не то, что папа говорит, а то, что папа делает. И если папа разрешает себе при маме, при детях, по телефону, поругаться матом, если он зовет, друга дядю Колю, к себе на кухню, с ним посидеть, обсудить, политические новости, а, и если папа разрешает себе вот как-то через слово употреблять, те или иные матерные выражения, ребенок просто будет делать все то же самое. Ребенок подражает взрослому, родители для него большой пример. Екатерина пишет. Да, совершенно верно. Не просто большой, это основной ориентир. Это как точка на горизонте, как точка Б, куда он движется. И многие ведь дети очень часто даже не отдают себе в этом отчет. Да не то, что не, они никогда себе отчет не отдают. И дети, они просто являются продолжением своих родителей. Мальчики будут такие же, как отцы, девочки будут такие же, как мамы. Это правда, это факт. А спутников по жизни они будут себе выбирать, каким был субъект, получается, противоположного пола, да, в семье. Мальчик будет искать себе такую же жену, как мама, девочка будет искать себе такого же мужа, как был папа. Ольга пишет, получается, нужно воспитывать родителей. Ну, не мы же этим будем заниматься, да и глупо воспитывать уже состоявшихся взрослых. Вот. А вот именно это, дорогие друзья, и даже должна быть основная прерогатива в нашем обществе. Не воспитывать детей, а воспитывать себя. То есть, если, допустим, вы учитель, преподаватель в школе, либо репетитор, либо так или иначе просто задействованы в системе образования, само собой, вы не сможете повлиять на родителей ребенка. Вы своим поведением, своим отношением к жизни, к миру, к людям, ваши ценностные ориентиры просто смогут стать для него дополнительной точкой опоры. Потому что ребенок, когда он становится немножко старше, он уже может выбирать. Если условно до 7 лет ребенок вообще не выбирает ориентиры, он просто следует слепо за мамой и папой, после 7 лет он уже может выбирать. Он уже может выбирать, чему я буду соответствовать, чему я не буду соответствовать. Поэтому, если у вас есть доступ к детям, повлиять на родителей по возможности, конечно, можно попытаться, но мало что получится, это правда, это действительно правда. Максимум, что могут делать преподаватели, это на родительских собраниях что-то им доносить, да. Самое лучшее, что вы можете делать, это своим примером, своим общением, своим поведением донести до детей, как поступать правильно. Только своим поведением, потому что дети запоминают поведение, а не то, что вы говорите, только то, что вы делаете. А если отец обижал ребенка в детстве, то он будет выбирать такого же мужа? Да, вполне возможно. Не всегда, не факт. Если ситуация, Жанна, была психотравмирующая для ребенка, если он ее запомнил, если он закапсулировал ее, тогда да, тогда вполне вероятно, вполне возможно. Либо он сам превратится в тирана. Если, допустим, директива такая мужская этой девочке будет присуща, то вполне возможно,
она сама будет своего мужа под себя подавлять и будет выступать в качестве тирана для него. Вполне возможно. Для этого есть работа с родителями, пишет Элла. Нужно находить контакт с родителем, чтобы вы для родителя стали авторитетом в том, как можно воспитывать детей. Совершенно верно. Короче, начни с себя и спасешь планету. Это правда, это факт. Поэтому воспитывайте себя. Если вы не можете повлиять на детей, на родителей ваших детей, влияйте на них своим личным примером. Займитесь своей внешностью, займитесь своим образованием. Обратите внимание на то, как вы говорите, какими выражениями, как вы общаетесь в трудных конфликтных ситуациях, как вы работаете с негативом и с оскорблениями. Даже в классе, допустим, да, если вы педагоги или если вы врач, работаете с детками, обратите внимание, как вы с ними общаетесь. Это очень-очень важно. Итак, дальше поехали. Следующий у нас большой вопрос. Как слушать ребенка? Вот вопрос актуален. Если актуален, поставьте плюсик. Очень часто просто я вот даже в своей практике сталкиваюсь с тем, что родители категорически не умеют своих детей слушать. Вот, ну не могут, ну не умеют просто. Опять же, в центре реабилитации наркозависимых, где я являюсь старшим консультантом, психологом, аддиктологом, вот в медицинских центрах, где я работал, я регулярно наблюдаю просто ужасающую катастрофическую картинку, когда детей просто не слышат. Так, плюсы, 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 прекрасно, прекрасно. Хорошо, давайте вот как раз об этом. Как правильно слушать ребенка? Уровней общения бывает несколько. Бывает вербальный, бывает уровень общения паравербальный, бывает невербальный. Я думаю, все взрослые люди и многие понимают о том, что такое. Вербальный – это то, что мы говорим. И конкретно то, что говорит ребенок. То есть просто те слова, та речь, которая несется от ребенка. То, что условно вы слышите. Да? Вот это вербальный уровень. На это нужно обращать максимальное внимание. Максимальное внимание. Невербальный уровень общения – это поведение, телодвижение, поза, напряжение в лице, это осанка ребенка, это его повороты головы, это, вот, кстати, очень часто у деток, я думаю, многие замечали, вот кто работает с детками, либо у своих детей, я думаю, многие замечали. Вот кто видел обкусанные пальцы вот здесь? Ну вот кожицу, ногти, может быть, вот здесь они грызут, может быть, мозольки, которые они начинают вот так вот грызть, либо их ковырять. Вот кто видел это? Вот, вот плюсик поставьте, пожалуйста, или напишите «видела», «видел». Кто видел это? Видели, минус, видели. Отлично, отлично. Так вот, вот это так называемые невербальные проявления тревоги. Это так называемый первый звоночек, ну, в плане развития обсессивно-компульсивного расстройства у ребенка. Что такое обсессивно-компульсивное расстройство? ОКР, так называемое, да, можете погуглить, посмотреть. Вот в английской транскрипции ODT пишется. То есть есть навязчивые мысли, которые вызывают тревогу, есть навязчивые образы, которые преследуют ребенка. Ну, например, навязчивая мысль «я плохой», или «я не в безопасности», или «меня все время оценивают негативно», или «мне угрожает крик от учителя», или «я боюсь ошибиться». Да? И вот эти навязчивые мысли, когда они крутятся, варятся у ребенка внутри, он ведь не всегда даже может их озвучить. Очень часто эти навязчивые формы мышления, если дети грызут ногти, то же самое. Екатерина, да, то же самое. Если вот смотрите, обсессивно-компульсивное расстройство, обсессии, obsession, это мысли, навязчивые мысли, которые крутятся, как белка в колесе у ребенка. Причем такие мысли, которые вызывают тревогу. Компульсии, compulsions, да, это действие, движение. Ну вот условно, то есть как это выглядит? Есть набор тревожных мыслей в голове, тревожных установок, тревожных повторяющихся состояний в сознании у ребенка.
И он делает что-то такое, дабы унять свою тревогу. И очень часто это проявляется либо в каких-то навязчивых формах поведения в виде вот он грызет, вот он ковыряет, вот ручка изгрызенная, либо что-то еще. Это проявление тревоги. Вот, там я вас, кстати, сразу вот попрошу, не надо сразу всем ставить диагноз, если вы увидели обгрызенную ручку либо обгрызенные ногти, что все это компульсивное расстройство. Нет, это не диагноз, во-первых, это расстройство. И, во-вторых, не факт, что он у вашего ребенка есть. Вполне возможно, что там просто есть некий набор тревожных состояний, которые он пытается унять периодически. А это просто компенсаторная форма. Вот, в общем, кому интересно, почитайте. Роберт Лихи «Свобода от тревоги». Там есть большая глава про обсессивно-компульсивное расстройство. Это и про взрослых будет интересно вам почитать, и про себя там увидите, и про детей там много чего написано интересного. Давайте, наверное, напишу, да, литературку хорошую. Роберт Лихи. Ручки грызут, а может, это наоборот успокаивает. Естественно, это их успокаивает. Это компенсация. Им становится чуть-чуть легче, когда они ручки грызут. Но фишка в чем? Чем больше он грызет ручку, тем больше у него закрепляется такая форма поведения на нейрофизиологическом уровне в виде синаптических связей в голове. Да? Когда мне тревожно, мне нужно сделать себе хорошо. Как себе сделать хорошо? Грызть ручку. И потом раз, и все ручки в доме сгрызены. Смысл в том, что легче ребенку не становится в долгосрочной перспективе, только в оперативной перспективе. То есть здесь сейчас он делает себе хорошо, а потом он делает себе плохо. Так, со звуком что-то? Алло, 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 раз, два, три, раз, два, три. Все есть? Есть? Пропало? Вернулась? Напишите. Есть? Нет? Я вроде все работает у меня. Так, все есть, все вернулось. Ага, давайте книжку напишу. Роберт Лихи «Свобода от тревоги». В общем, смысл в чем? Нет звука? Раз, два, три. Алло, алло. Алло, раз, два, три. Раз, два, три. У меня показывает, что все видно, все слышно. Алло. Все пишут, есть. Все хорошо. Итак, так, я в заметках написал, видно? Роберт Лихи «Свобода от тревоги». Заметки видно, да? Да. Все, отлично, хорошо. Так, продолжаем. Все видно, все есть, супер. Значит, смотрите, еще раз, как правильно слышать своего ребенка? У кого-то нет звука. Ну, ребят, у меня вроде все есть. Не знаю, дорогие друзья, ничего, как бы тут вроде... В общем, смотрите, поехали дальше. Как правильно слушать своего ребенка? Очень часто ведь бывает такое, что ребенок не говорит что-то. Он не может сказать. Опять звука нет. Да что такое? У всех звука нет? У меня звук есть. У меня показывает шкала, что все есть. Ладно, вроде все работает. Итак, в общем, смотрите. Смотрите, обращайте внимание не только на то, что ребенок говорит, но и на то, как он себя ведет и как он разговаривает в целом. Ну, например, возвращается ребенок после школы. Его спрашивают: "Как у тебя дела?" Он такой: "Все нормально, все хорошо". Да не, все нормально, все отлично. Глаза в пол, весь такой понурый, весь такой усталый. Да, дорогие друзья, если у вас, чего-то нет, что-то не работает, обновите браузер, пожалуйста. Так, мне надо обновить браузер, Вячеслав Алексеевич, или как? У меня вроде все работает. Так, работает, Вячеслав Алексеевич? У меня все есть? Не работает, обновляйте браузер, пожалуйста. Вот там сверху стрелочка такая "Перезагрузить". Все должно быть, все должно работать. Итак,
Смотрите, в общем, когда мы общаемся с детьми, третий раз уже начинаю, да? Вот. Обращайте внимание не только на то, что они говорят, но и на то, как они говорят. Плюсом ко всему очень важно то, как они себя ведут. Вот вам нужно изучить вот эти самые тревожные маркеры, то есть поза, жесты, интонации. И обратите, пожалуйста, внимание на то, как ребенок вот действительно, ну вот какие у него пальцы. Это очень часто действительно большой показатель, показатель тревоги, показатель напряжения. Поэтому, если даже вы видите, что ребенок видно не слышно, все пропадает, да что ж такое-то, не знаю даже, что делать. Давайте я, наверное, все вкладки у себя позакрываю, дорогие друзья. Вот. Кто-то пишет, что все хорошо, кто-то пишет, что нехорошо. Только по губам, ну, ладно. Ну, тогда по губам. Что ж делать? В общем, смотрите, учитесь читать своих детей не только по тому, что они говорят, но и по тому, как они говорят. Вообще, по идее, любой родитель должен быть очень грамотным, очень хорошим психологом для своих детей. То есть надо научиться действительно тонко понимать, действия, поступки, реакции детей, то, как они, себя ведут, то, как они реагируют. Ну вот опять же, все, наверное, видели такую картинку, да, ребенок после школы приходит: "Всё нормально у тебя?" Все нормально, все хорошо". И пошел к себе в комнату и закрылся, да. Или там сел, на диван, начал играть в телефоне. Вера, не знаю, не знаю, что у вас, но, в общем, тут вроде все у нас работает. Все работает. Перезагрузите, пожалуйста, у кого не работает. Да, в общем, научитесь смотреть э, на то, как получается, себя ведут ваши дети, на то, как они, проявляют себя в общении с вами. Постарайтесь чуть больше обращать на них внимание, постарайтесь чуть тоньше наблюдать за их позой, за их осанкой. Вот самое главное, вот я, еще раз прошу обратить ваше внимание. Важно не то, что вы, слышите, а то, что вы видите. То действительно, как дети себя ведут. Обратите внимание на нервозность в поведении, на нервозность в позе, на нервозность в общении, на какое-то напряжение в действиях, ну и так далее. Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. Опять же, сгрызенные ручки, сгрызенные пальцы, обгрызенные, да, обгрызенные ногти, это тоже о многом говорит. Очень часто в подростковом возрасте распространено такое явление, как self-harming. Вот кому известно, что такое self-harming? Кто слышал об этом? Напишите плюсик, поставьте. Self-harming. Если нет, то минус. Если слышали, то плюс. Минус, 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 минус. Тогда расскажу чуть поподробней. Self-harming очень серьезная штука. Точнее, это не опасная штука, но это очень такая явная штука, которая демонстрирует о том, что вашему ребенку капец как тяжело, как плохо. Когда ребенок, то есть self-harming, это когда ребенок сам себя начинает повреждать, резать, прижигать сигаретками, укалывать себе циркулем руки, делать какие-то прокольчики и так далее, так далее, так далее. Очень часто детки это делают на открытых частях тела, точнее не на открытых, но на таких на полуоткрытых и на нежных частях тела, например, вот здесь. Вот здесь очень часто такие маленькие царапушки. Девушки очень часто делают на внутренней стороне бедра, очень часто делают на ребрах. Вот. Это вот как раз-таки очень, очень такой явный показатель того, что у детей действительно есть большие серьезные внутренние проблемы, есть напряжение, и при помощи селф-харминга они пытаются это напряжение снизить и убрать. Селф-харминг это способ психики переключиться. Переключиться с боли, переключиться с тревоги на внешний раздражитель.
Вот, если кому интересно, я потом, чуть позже вам расскажу поподробнее, что это такое, потому что это вообще тема отдельная. Вообще самоповреждение, самонаказание, почему детки это делают, особенно подростки. У подростков это очень здорово так распространено. Напишите это слово. Хорошо, давайте напишу, чтобы вы погуглили. Вот погуглите его. Давайте по-русски напишу. По-буржуйски, да? Self-harming, самоповреждение. Самоповреждение. Так, видно? Видно всем, что я пишу в заметках, да? Видно? Не видно. Да-да-да-да-да-да-да. Во, всё супер, все классно. Мгм. В общем, обратите внимание на то, начинают ли ваши детки себя действительно что-то с собой делать. Это тоже важный показатель. А конкретно, то есть, еще раз, не надо слушать, что ребенок говорит. Ребенок может бояться, ребенок может закрываться, ребенок может бояться того, что папа, мама его осудят. Могут бояться того, что родители неправильно оценят их поступки. Ну вот, например, я знаю ребенка, который 3 дня ходил с жуткой болью в ухе. У него был отит страшный. Он не спал эти 3 дня, тайком от мамы, от папы пил обезболивающее. Почему он боялся им сказать? Он боялся сказать, потому что, было ощущение, что родители его будут ругать. Опять шлялся, опять где-то ухо себе простудил, а? Вот понимаете, какая штука? Нам, родителям, надо тренировать так называемое безусловное принятие. Безусловное принятие, что это такое? Я люблю тебя, мой дорогой, вообще несмотря ни на что. Вот независимо от того, что ты делаешь, как ты себя ведешь, я тебя люблю, я тебя принимаю. Но при этом возникает вопрос: а ругать-то ведь как-то надо, ведь даже, ну, как-то надо ж его воспитывать, критиковать. Надо, согласен, надо. А теперь давайте мы с вами вот что сделаем. Вот, ручки, бумажки под рукой, я думаю, у многих, у всех, да, под рукой. Давайте сделаем такую штуку. Только одной все видно. Это вы о чем, Вера? Вот. У всех под рукой ручки, бумажки? У всех, у всех. Отлично, отлично, хорошо. Вот, нарисуйте большую букву "Я". Вот большую букву "Я" нарисуйте, пожалуйста. И обведите кружочком вот эту букву "Я". Обведите все. В общем, смотрите, вот это мы с вами только что нарисовали личность. Личность, она прекрасна. Личность, она неприкосновенна. С личностью всегда все в порядке, все классно, все здорово. То есть я, вот тебя, моя радость, моя девочка хорошая, я тебя люблю, несмотря ни на что. То есть личность, она всегда неприкосновенна. А теперь смотрите, вот вы нарисовали "я", нарисовали кружочек вокруг и поставьте вот на границе этого кружочка маленькую точечку. Вот поставьте маленькую точечку такую. То есть вот я, кружок, и вот на кружочке, на самой линии поставьте точку. Поставили? Хорошо, отлично. И вот теперь смотрите. Вот эта маленькая точечка — это поступок человека. И вот теперь давайте дифференцируем. Есть личность, а есть поступок личности. Вот у нас есть ребенок, который не пришел вовремя с гулянки. Или ребенок не убрал свою комнату вовремя. Или ребенок утром проспал школу. Ну, допустим, да, вы доверили ему, сказали: все, мама, папа пошли на работу, ты давай в школу, сам просыпайся, сам иди. А ребенок проспал. В общем, смотрите, никогда нельзя ругать "я", то, что в центре. В центре это всегда неприкосновенно. В центре всегда все здорово, все прекрасно.
Мы критикуем не личность, мы критикуем поступок. Вот эту маленькую точку. То есть, допустим, сын. Сын с утра проспал школу. Надо же как-то его наказать, да? Гриш, слушай, мне вот не нравится то, что произошло. Мне не нравится то, что ты сделал, а точнее то, что ты не сделал. Ты не поставил будильник вовремя. Мне очень не нравится то, действительно, как ты отнесся, ну, с какой долей ответственности к тому, что нужно вовремя встать в школу. Вот мне это не нравится. Вот это объективно, вот действительно то, что меня расстроило. Давай подумаем, что можем такого сделать, дабы впредь ты никогда больше, ну, такого не делал. Потому что объективно это тебе вредит. Если кто-то слышит скулёж на заднем плане, это у меня собака. Она хочет выйти из комнаты, а я сейчас не могу дойти до двери, ее выпустить, потому что если я открою дверь, то ко мне вбежит младший ребенок и не даст мне спокойно с вами поработать. Поэтому, ну, собака периодически будет скулить, так что уж извините, потерпим. В общем, смотрите, личность неприкосновенна. Мы всегда критикуем только поступок. То есть я, кружочек, и то, что в центре кружочка вокруг я и само я, оно неприкосновенно. Только точечка на внешней стороне вот этого кружочка. Это поступок. Вот его мы критикуем. То есть, дорогая моя, дорогая моя дочь, ты классная, ты супер, я тебя обожаю, но за то, что ты там не помыла посуду, я накажу тебя так-то, так-то, так-то. Ну, потому что сам поступок был не очень. Он действительно был, ну, вредный, не полезный для нас, для нашей семьи. Мгм. Да, дорогие друзья, кому не слышно, потом, на сайте Криро все это будет в записи. Мы все это выложим, мы все это как бы сделаем. И потом, уже в соцсетях "ВКонтакте" разместим. Так, хорошо. У кого остались вопросы по данной теме? То есть как ребенка слышать, на что обращать внимание и как правильно до него доносить, нашу критику? Всем ли понятно? У кого есть вопросы? У кого есть какое-то недопонимание? У кого есть, какие-то, может, претензии? Может, кто-то не согласен категорически? Может, я тут вообще белиберду какую-то несу и вообще меня понесло не туда? Говорите, давайте, давайте. Это собака опять скулит. Всё понятно, но поздно. Дети выросли. Ничего страшного, Жанна, все нормально. Воспитываем себя. Мы, по сути, все немножко дети. Вот это, кстати, тоже очень полезная техника. Никогда не ругайте себя полностью и целиком. Если вы в чем то не правы, если вы что-то сделали плохо, это не значит, что вы плохой человек. Это просто значит, что вот этот поступок вам нужно критически разобрать. Все. Если мужчина пришел домой пьяный, это не говорит о том, что он свинья. Это не говорит о том, что он, отвратительный, ужасный, мерзкий и вообще сковородкой по балде щас получишь. Нет, это говорит о том, что он в данной ситуации, да, действительно совершил ошибку. Да, действительно, он не прав. И сейчас нужно максимально подробно разобрать то, что он сделал. Но я не перестану тебя любить, мой родной. Я просто действительно злая, недовольна от того, что ты пришел домой пьяный. Я критикую не тебя, я критикую твой поступок. Это важно. Хорошо. Итак, давайте сейчас уже, наверное, будем, понемножечку закругляться. Я думаю, что мы, потом с организаторами договоримся и сделаем отдельный большой вебинар по, узким запланированным темам. А, Сковородка иногда полезна. Да, точно. А если каждый день? Что каждый день, Лариса? Я не совсем понимаю. Вот. Да, дорогие друзья, вот, давайте, да, коротко скажу, потому что у Марины не получается, выйти в прямой эфир. Данный вебинар организован, в рамках работы Республиканского консультационного центра в Республиканском, институте развития образования. Да, им за это большое спасибо.
большое спасибо. И, как бы, вообще классно, что у нас есть такая возможность в период самоизоляции, в период карантина, да, когда нет возможности постричься, что у нас есть возможность вот такая выйти и с вами пообщаться. И что это бесплатно. Вот, здорово. Да, дорогие друзья, значит, мы потом сделаем подборку, первую, вторую часть вместе, и мы сделаем третью часть, потому что много еще остается пока у нас за скобками, многое не сказано. Мы потом в следующий раз с вами поговорим про управление гневом, мы поговорим про то, как себя держать в руках, когда мы общаемся с детьми. И, наверное, разберем моменты гнева от детей. Вот напишите, пожалуйста, насколько это важно. То есть гнев от родителя, почему и как его контролировать, и агрессивное, так называемое девиантное поведение, да, от детей. Почему это происходит, почему они так себя ведут и как с этим работать правильно. Если тема важная, напишите, пожалуйста. Дайте мне обратную связь. Так, есть, вижу. Ага, мгм, мгм. Важно, важно. Спасибо. Хорошо. В общем, третью часть мы сделаем именно такую. То есть третья часть у нас будет способы эффективного общения с детьми в семье, часть 3, и мы поговорим про агрессию, про конфликты и про разрешение конфликта с обоих сторон. И родитель почему злится, орет, конфликтует, и почему ребенок злится, орет, конфликтует. Как все это урегулировать. Вот прямо отдельно этому посвятим час нашего общения. Хорошо. Может, кстати, и про селф-харминг поговорим. Ой, слушайте, сколько у нас тем интересных. Ой, я еще вам про наркоманов могу рассказать, про зависимость, почему зависимость появляется, да. Вот. Это потом мы с вами разберем, если будет такая возможность. Хорошо, тогда пока на этом все. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Спасибо за присутствие. Добавляйтесь в друзья, пишите ваши вопросы. Может быть, у вас какие-то есть темы важные, которые мы впоследствии разберем. Если у кого-то есть какие-то предложения, тоже всегда рад, всегда пожалуйста. Давайте будем умными, будем включать голову, будем учиться контролировать себя, потому что воспитывать надо именно себя, а не детей, как мы сегодня с вами уже проговорили. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем спасибо. До свидания.